Она была когда-то белой, естественно, когда он был живым, когда он умер. А сейчас уже все. И вот кусок камня, который прикрывает. Это какого динозавра? Это стегозавр все. Вот здесь вот просто не хватает. Некоторые Да, сайт Это какой-то мозг позвоночный. Это коготь хищного динозавра, либо это раптор какого-то. Да, по-моему, это раптор. Спиной позвонок динозавра. Настоящего динозавра. Смотри, это все настоящее. А, все что ли? А, все что ли? Все что ли? Тот самый момент в истории Якутии, когда будет окончательно подтвержден тот факт, что динозавры в Якутии есть. С 19 по 31 июля 2019 года. В рамках мероприятия, результатах экспедиции и о социокультурном проекте, посвященном динозаврам Якутии, расскажет руководитель экспедиции, доктор геолого-минералогических наук Колосов Петр Николаевич, руководитель группы палеонтологов из Санкт-Петербургского университета, доктор биологических наук Павел Кучас, доктор биологических наук Дмитрий Григорьев, режиссер национальной телевещательной компании Дарья Ермолаева и автор проекта «Динозавры вечной мерзлоты» Мила Кудряшова. О важности данного проекта для брендирования территории республики расскажет первый заместитель министра культуры Республики Саха-Якутия Левочкин Владислав Валерьевич. И в Сундарском Улусе достаточно холодно зимой. И эти места находятся не совсем возле полярного круга, но близко. Их можно так назвать приполярными. Но самое интересное, мне как палеонтологу, как человеку, работающему с древностями, что это место, которое называется ДТ, по названию ручья, тогда, 130 миллионов лет назад, во времена динозавров, тоже находилось не просто близко к полюсу, оно находилось в приполярных действительно территориях. Что значит приполярной территории? По крайней мере, это означало, что была полярная ночь и полярный день. Условия в любом случае были суровыми. Таких мест возраста 130 миллионов лет назад, которые сформировались в приполярных условиях, в северном полушарии больше нет. Поэтому это местонахождение абсолютно уникальное. Надо сказать, что местонахождение ТТ было открыто достаточно давно, в 60-е годы, когда геологи занимались картированием местности. На самом деле палеонтологи очень часто идут за геологами. Геологи находят, палеонтологи потом оказываются в этих местах. Далее, с 2002 по 2012 год, я думаю, что неоднократно вы сегодня об этом услышите, на местонахождении ТТ происходили экспедиции, руководителем которых был Петр Николаевич Колосов. И как раз здесь вот фотографии из его экспедиций я вот прошу обратить внимание. Потому что палеонтологические экспедиции — это не только кости, это те места, которые нас окружают. Вот это вот, на мой взгляд, одно из самых необычных лиственниц, которые я видел в своей жизни. У нее абсолютно шарообразная крона. И когда геологи обнаружили в 60-х годах, в качестве ориентира они как раз и записали, рядом с местонахождением, где обнаружены кости, есть странная шарообразная лиственница. Она есть и сейчас. Была в 60-е годы, есть в 17 году, проверили, стоит и в 19 году тоже. Экспедиции проходили в разных условиях. Петр Николаевич добирался до местонахождения ТТ и на лошадях, и на ломающемся вездеходе, танкетке. И самое главное, вот здесь много школьников сидит. Вот представьте себе, что ваши ровесники шли 3-4 дня по тайге, либо ехали на лошадях, и сами потом копали. Все, что выкопано, вот, или не так, значительная часть того, что можно увидеть там на витринах, выкопана руками школьников. Не было бы школьников, не работали бы они там, никаких бы динозавров в таком масштабе не было. Поэтому огромное спасибо школьникам из деревни Хурон, которые обеспечили наши материалы, которые мы сейчас изучаем.
Материалы потрясающие. То, что вы можете увидеть, это только небольшая часть. Это разные динозавры, кости разного размера. От маленьких, которые несколько миллиметров, до гигантских, которые метр и даже больше. В 17, 18, 19 году присоединились мы, сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета и коллеги из Германии. Надо сказать, что когда мы туда ехали, мы не представляли, во что ввязываемся. Мы посмотрели на карте от деревни Хоро, 70 километров по прямой, но мы не представляли, какие это будут 70 километров, и явно эта дорога была не по прямой. Вы сегодня, кто пришел пораньше, видели кадры вездехода, как приходилось на прицеп перетаскивать. Но это вот будни. Собственно говоря, чтобы добраться до динозавров, надо многое испытать. То, что мы продолжили, что важное мы сделали, на мой взгляд, мы начали применять вот эту вот методику. Когда люди видят нас, сидящих с ситами и что-то промывающие, они обычно спрашивают, не золото ли мы ищем. Нет, мы ищем динозавров и тех, кто с ними жил. И надо сказать, что находок было много в этом году, в прошлые годы. И некоторые из них получили названия, связанные с якутским, например, языком. Мы обнаружили, кроме динозавров, древнюю саламандру, которая выглядела примерно вот так вот. Размер 60-70 сантиметров. Это крупное было создание. И назвали его Кулгери Херпетон, в честь якутского названия для саламандры ящериц Кулгери. Кроме этого, там жили наши родственники, млекопитающие, которые нашли тоже вместе с динозаврами. Удалось найти новые роды. И один из них был назван Хоро-Тери, в честь деревни Хоро, откуда приходили школьники и помогали в раскопе. Для нас это большая честь давать название новым животным, не просто о быках, да, а подчеркнуть значение людей, мест, в которых мы работаем. Ну и теперь пару слов, собственно говоря, мы подходим к динозаврам. Что найдено и как это выглядело? В ТЭТ, местонахождении здесь, в Якутии, были обнаружены остатки динозавров, которые называются завроподы. Это гигантские длинношейные формы. Вот примерно вот такие. Динозавры, завроподы, которые жили здесь 130 миллионов лет назад, достигали размеров небольших, по меркам завропод, 10-13 метров. Но я сказал, это все равно размеры достаточно большие. Далее, стегозавры. Вот в основном, что вы можете увидеть, это остатки вот этих динозавров. Это растительноядные формы, 4-5 метров. Понятное дело, что если ты растительноядный и не очень умный, у стегозавра мозг был, несмотря на его 4-5 метров, с грецкий орех. Но ему хватало для того, чтобы питаться растительностью и защищаться. А в качестве защиты у стегозавров были шипы. И опять же, кто еще не видел, подойдите к витрине, посмотрите, какие вот эти орудия, оружие защиты у стегозавров. Ну и надо сказать, что уже выпущено несколько научных публикаций по материалам из ТЭТ. И местонахождение ТЭТ, якутские динозавры и те животные, которые вместе с ними жили, уже широко известны по всему миру. К тому же Хоро-Тери уже знают не только в России, но и в Германии, и в Америке. Ну и очень важно, вот сейчас я, наверное, слайд немножко сложный и ориентированный в основном на взрослых и подростков. Чем еще интересна вот эта динозавровая фауна ТЭТ? Оказалось, что по своему составу это практически юрские формы. Я думаю, все смотрели, по крайней мере, дети, парк юрского периода. Вот представьте себе, почти 40 миллионов лет на территории Сибири не менялись условия. И все формы, которые жили в Юре, в юрский период, дожили до раннего мела. 40 миллионов лет без изменений. Действительно, Якутия была таким рефугиумом, убежищем для таких древних форм, которые исчезли в других местах. Ну и очень важно тоже момент. Ничего бы не было, никаких динозавров не найдено было бы в последние 2-3 года, если бы не помогали школьники и учителя Хоро, и местные жители из различных деревень. Это и Хоро, и Кюкяи. Вот. Без них бы не было ничего. Поэтому то, что сейчас найдено, это заслуга не только палеонтологической команды, это заслуга и школьников, и местных жителей, за что им огромное отдельное спасибо. Сказали, что рейсы отменили из-за дыма. Поэтому мы нашли машину, ехали всю ночь. Вот у нас было время, как раз пока мы едем,
все эти 900 с лишним километров, сделать этот ролик, показать, собственно говоря, что было сейчас. Мы будем комментировать, да, потихоньку, что происходит. Это вот как раз дорога от деревни Хуро до местонахождения. Это тайга, напрямую 70 километров, если по разным дорогам, то почти 100 километров. Добирались мы 1,5 дня с ночевкой. У нас был вездеход большой, в котором мы помещались, и это будет видно, как мы это делали. Был маленький вездеход, который шел впереди. Вот это большой вездеход, где все оборудование, все продукты, все, что нужно для экспедиции, помещалось. Дороги вот такие вот, что и вездеходу приходилось иногда непросто. Это вот как раз вездеход сейчас выбрался. Вот когда едешь 14 часов, тебя трясет вот так, ты начинаешь искать разные позы и искать еще места, которые не болят после этого. Вот как это выглядело сверху. Маленький вездеход спереди, большой сзади. Это все наша вот сейчас экспедиция. Красивейшие места, дикие животные выходили, смотрели, там едет. И мы добрались. Это небольшая речка Т&Т, местонахождение Т&Т, и если присмотреться, вот здесь вот как раз само место раскопа. Это маленькое зимовье, где мы остановились, где жили, пережидали ночь. Это, обращаю внимание, это странные шаровидные лиственницы, если видите куда. Вот эти вот светлые пески, песчаники, это как раз породы, в которых находятся динозавры. Вокруг тайга. Опять зимовье, место для принятия пищи, и вот сам раскоп. Палеонтологи работают, распределились по раскопу, ищут кости, лишнюю просмотренную породу выкидывают, чтобы она не мешала. Ну, а я расскажу про процесс, как кости извлекают из пород. Понятно, что кости это вот не такие же кости, как у коров современных, они замещаются минералами, остаются каменными. Но несмотря на это, каменные кости не всегда легко доставать, потому что сначала нужно отбить породу, которая бывает очень-очень плотной, нужно бить ее зубилом, молотком, иногда даже кувалдой. Вот. Это в ускоренном виде показано, как происходит разборка породы. Это в 10 раз увеличена скорость. Видите, потихоньку, миллиметр за миллиметром выбирается, ну не такая плотная порода, ножичками ковыряется, иногда даже иголочками, чтобы не пропустить маленькие косточки, потому что не все динозавры были огромными. Как бы, видите, слой за слоем, потом кисточка убирается и просматривается каждый слоек. Кости могут быть вот такого размера, миллиметровыми. А это позвонок стегозавра. Вы такие позвонки можете видеть вот там, на витрине. Вот так вот аккуратненько шилом вокруг обрабатывается, а потом прокапывается клеем, потому что, несмотря на то, что кости каменные, они очень и очень хрупкие, буквально пальцем их можно тронуть, и они начинают разваливаться, поэтому, возможно, если присмотритесь на витрине, все кости склеены из большого количества маленьких кусочков. Вот точно так же они проклеиваются. Вот другая кость, это большая перцовая кость, тоже стегозавра. И опять же в ускоренном виде, как она раскапывается. Постепенно вокруг убирается порода, точно так же, как я и говорил, все пропитывается клеем. Клей типа момента, а иначе это все превращается в труху и уже ничего не собрать. Вот это та же самая кость, только уже не в ускоренном виде. Это на самом деле очень медленный процесс. Кость можно доставать и 20 минут, и 30, и даже час. Например, последняя кость, которую мы нашли буквально за час до отъезда обратно, вот эта кость, мы ее, наверное, колотили часа 2, поэтому мы опоздали немножко.
Мы ее колотили, даже сделали такую пещеру. Кость уходила внутрь стенки, поэтому пришлось как бы делать пещеру, чтобы ее достать. И то мы достали не всю кость. И мы очень надеемся, что школьники, которые поедут туда, они смогут оставшийся фрагмент достать. Мы туда их склеим, и получится целая кость. Кость – это лопатка. Вот эта вот кость у стегозавра. А это показано, насколько хрупкие могут быть кости. Это, правда, не кость, это двустворчатый моллюск. Но посмотрите, только его касается ножом, и она разваливается уже. Видите, какая хрупкая? Вот точно так же костями. Некоторые небольшие находки – это зуб стегозавра. Причем вот эта вот стертость прижизненная – это зуб хищника. Дети можете посмотреть, если острый зуб, значит хищник. Посмотрите, таким зубом он разгрызал мясо стегозавра. Это косточки мелких рептилий. Вы посмотрите, сравните с пальцами. Косточки реально маленькие, насколько нужно быть внимательным. Это млекопитающее. Это зубы. Челюсть этого млекопитающего примерно такого размера, само оно чуть больше крысы. Вот. Так что не все находки гигантские, хотя они тоже были. Вот гигантская лопатка, которая часть осталась даже. Ну и из особенностей этого года является то, что вокруг были пожары и была постоянная дымка. Отработали мы чуть, получается, больше недели, потому что дорога была вот сложная, долгая туда, долгая обратно. Нам повезло то, что не было дождя, потому что когда дождь раскапывать сложно, порода раскисает, становится мокрой. Вот лиственница опять, наша любимая. Вот как это выглядело. Днем иногда солнца не было видно из-за пожаров. Но нам повезло, мы на открытый пожар не выскочили, не были рядом. Вот. Ну и когда мы добрались уже обратно, нас ждали определенные сюрпризы. Например, школьники из другого поселка, тоже в этом же районе, Кимпентяй, обнаружили кости. Здесь очень много школьников, вот детей, и я хочу сказать, что это очень здорово, потому что вы все можете найти динозавра. Это не шутка, каждый из вас. Посмотрите, видите мальчика? Идет. Вот, первый мальчик идет, его зовут Радомир. И он знает, где найти кости, ну не динозавров, но морских рептилий, морских ящеров. И он нас туда отвел. Он несколько раз, 4 или даже 5 раз на берегу реки Кимпентяй искал кости морских рептилий. Это мезозойские рептилии, типа плезиозавров. И вот он нас отвел и показал нам это место. Очень важно, что каждый из вас, вы очень внимательны, ребят. Вы же знаете, как выглядят позвонки. Вот мы сейчас посмотрели, как они выглядят на витрине. Вы тоже их можете найти. Вы их можете найти, рассказать ученым, и потом ученые приедут, и будет написана статья. Может быть, написан новый динозавр, морская рептилия, все что угодно. Это ваша сила. И под конец удалось школьникам из ХОРО как раз показать, как выглядят кости, как мы промываем породу, и надо пожелать им удачи. Как только закончатся пожары, они пойдут на местонахождение, докапывать нашу огромную кость, которую мы нашли. То есть, опять же, без поддержки ребят, детей, школьников палеонтология невозможна, на мой взгляд, потому что интерес к динозаврам – это такой детский интерес, который сохраняется у взрослых только если они занимаются профессиональной палеонтологией. Я надеюсь, что некоторые из вас, дети, которые пришли сюда, послушали сегодня нас, станут палеонтологами и найдете что-то в Якутии еще. Разных динозавров и разных древних ящеров. Все предпосылки для этого есть. Прекрасная территория, очень перспективная для поиска, так что мы с своей стороны желаем всем удачи. Уважаемые присутствующие, я очень доволен, что о динозаврах в Якутии мы стали говорить больше и больше. Меня это не радует, поскольку я, в общем-то, как бы забытое местонахождение начал исследовать.
институт, хотя я, в общем-то, в отличие от наших ученых-петербургских коллег, я не специалист по динозаврам, я специалист по микромиру, который существовал в отрезке геологического времени от 1,5 миллиарда и до 500 миллионов. То есть у меня интервала продолжительности миллиард лет, в общем-то, хватает, там всего тоже, в общем-то, полно, микромир очень интересный, там и разного рода бактерии, и грибы, и еще всякие, в общем-то, растения. Вот. Значит, уже здесь сказали мои коллеги, что местонахождение было открыто Вадимом Федоровичем Филатовым в 1960 году, когда он собирал биологический материал для биологической карты масштаба на 200-тысячный. В 1950-х и в 60-х, 70-х годах на всей территории Советского Союза составлялась биологическая карта. И в те годы в Якутии работало каждый полевой сезон до 30 биологических партий. Вот одним из руководителей начальника биологической партии был Владимир Федорович Филатов. К сожалению, он прожил недолго. После Якутска он работал в Новосибирском институте. И позже, в общем-то, в начале 1980-х годов, к сожалению, трагически погиб, работая в бассейне Ленка на севере Якутии. Значит, после 60-го года до 1988 года, то есть 28 лет, его местонахождение, кроме узкого круга геологов, в общем-то, никто не знал. Надо сказать, что это местонахождение динозавров, сказал Леонид Петрович Татаринов в 1962 году. Он сделал определение, он тогда был еще кандидатом биологических наук, впоследствии он стал академиком. Продолжительное время работал директором палеонтологического института в Москве. Вот прошло 28 лет, и в 1984 году я во время Геологического конгресса в Москве обратился к Леониду Петровичу Татарину, директору палеонтологического института, и попросил, чтобы он порекомендовал специалиста по динозаврам и местонахождению. Прошло еще 4 года, то есть с 84 по 88, мы прилетели палеонтологического института, мы запросили на несколько дней на это местонахождение, и мы нашли, в общем-то, там внизу, и другие кости, то есть окончательно, в общем-то, стало ясно, что это местонахождение динозавров. После этого прошло еще много лет, до 14 лет прошло, до 2002 года. Специалистов у нас в нашем институте геологии не было, и из Москвы как-то тоже, в общем-то, не организовывали в Москве экспедиции на это местонахождение. Поэтому мне пришлось специалисту по микроорганизмам проявить инициативу, организовать экспедицию в 2002 году.
деревни Хоров. Прежде всего, должен поблагодарить жителей этой деревни, школьников и присутствующих здесь Валерия Ивановича Налева. Валерий Иванович, вы где? Пока подойдете, может быть, сюда, вы были одним из тех, кто, в общем-то, руководил школьниками и года 4 мы бессменно, в общем-то, с вами работали. Вот то, что здесь показали, там вот эти вот навесы, в общем, там все, эти скамейки, все, в общем, это все рукам Валерия Ивановича. Относительно участия школьников, детей в поисках палеонтологических остатков, не только остатков динозавров и другой фауны. Каждая находка, в общем-то, палеонтологических остатков представляет большую научную ценность, поэтому участие учащихся детей, школьников, вообще не специалистов, желательно, но надо проявить большое внимание к тому, что как бы не поглядеть это местонахождение. Не специалисты собирают это примеров много по всему миру, собирают материалы, коллекции и где-то хранят, практически не представляя о ценности. И многие местонахождения очень даже ценные, они разрушают, поскольку не знают, в общем-то, как, что, и поэтому участие школьников, детей, не специалистов, нужно, чтобы они под присмотром, при участии, в общем-то, специалиста, палеонтолога. Это очень, очень важно. Спасибо. Местонахождение динозавров на территории России писали следующее. Ископаемых останков найдено мало, и это связано с отсутствием обнажений мезозойских горных пород, так и с тем, что подобные поиски практически не ведутся. Но в конце 20 века начались активные раскопки, и на основе этих уникальных находок на карте России вместо белых пятен появились изображения российских динозавров. Социальный культурный проект посвящен не только научной части. Научная часть – это привилегия ученых. Они расскажут про гости, про динозавров, как они были, где ходили. В данном аспекте меня интересует, кто такие динозавры и что они могут сделать сейчас для современных обитателей. Да? То есть могут ли они двигать регион, могут ли они являться определенной базой для новых интересных идей, для новых конкурсов, художественных, анимационных и так далее. На самом деле, перед тем, как обратиться к этому проекту, мы проанализировали зарубежный опыт. Есть очень хорошие проекты у наших польских коллег, это Польский университет, где в маленьком местечке Крысиев, там нашли динозавров, полозний триас, уже организован большой динопарк, там проводится, он действительно большой, там более 100 фигур динозавров, там есть и музей природы, туда приезжают семьями отдыхать, и все местное население активно включается в этот процесс, существуют сувениры в виде динозавров, и существует целый регион, который объединился под названием «Земля динозавров». И там не только то место, где проходят непосредственно раскопки, но и те деревни, где развиваются народные промыслы, есть природные заповедники и так далее. Но на карте они выделены как «Земля динозавров». Что касается нашего успешного отечественного опыта, то, конечно, это Архангельский слон. 7 лет подряд краеведческий музей Пермский проводит раскопки самостоятельно Трояндеевого слона, одного.
7 лет они выезжают, копают, собрали уже 50% слона. Ну, теперь драконтериевый слон, а это предок мамонта. Это огромное животное, где-то ростом 5 метров. Оно действительно большое, ни в один музей пермский оно не входит, и поэтому требует отдельного помещения. То есть этот проект они представляют и на международных выставках, и в интермузее, и драконтериевый слон становится одним из брендов региона. Что касается нашего проекта, конечно, мы его хотим делать сильным, глобальным. И прежде всего мы изучаем определенные культурные мотивы, связанные и с Ланхо, и с мифологией, и с художественным изображением драконов, динозавров в якутской культуре. У нас уже прошли в Якутии съемки, и снимали мы двумя группами. Одна группа снимала непосредственно работу ребят на раскопках, а мы в Якутске посещали разнообразные музеи, выставки, знакомились с замечательными специалистами. И, конечно, я хочу прежде всего поблагодарить музей фольклора и музыки, которым нам очень много дали для нашего фильма, музей МУСа, художественную галерею, музей Ярославского, именно там, где проходили съемки нашего проекта, и сотрудники, и простые граждане стали героями нашего фильма. Наш проект он будет состоять не только, соответственно, из научной части, и не только из фильма. Это будут лекции, онлайн-конференции, и мы будем делать некий культурно-социальный мост между двумя культурными научными центрами, Якутском и Санкт-Петербургом. Научно-популярные лекции будут транслироваться онлайн, можно будет задавать вопросы, присутствовать, и нам даже часовые пояса не помешают. И в конце этого проекта мы, конечно, хотим сделать некое театрализованное действие, посвященное премьере фильма, который снимался в Якутии, в Санкт-Петербурге и частично будет сниматься в Москве. Забыла сказать, конечно же, что мы в рамках нашего проекта хотим провести конкурс якутских CG-художников, то есть это цифровое творчество, на создание лучшего бренда якутского динозавра. Дракон. Премьера фильма запланирована. Безусловно, его нужно снять петербургскую часть, исследования, выявить мировые открытия. Но премьера запланирована на май 2020 года. Здесь же. Практически в это же время. Это будет «Ночь музея». И вот как раз-таки в мае 2020 года в рамках Международного дня музеев мы увидим сам фильм, еще раз встретимся с героями этого фильма. Будем очень надеяться, что будут здесь дети из поселка Хоро, и мы сможем оценить весь масштаб и эффект этого проекта. И я думаю, что будет еще очень мощный постпроектный эффект. Да? И вы представляете, это могут быть фильмы, мультфильмы про динозавров якутских, это могут быть игры про якутских драконов. То есть то, что сейчас делает команда проекта, Мила, НВК Саха, Дарья Ермолаева, наш парк, это то, что является самым, наверное, интересным и ярким проявлением популяризации науки и в данном случае палеонтологии. Одну из находок Прокопия Романовича. Дмитрий? Да, это позвонок стегозавра, который мы обещали найти, нашли и хотим передать вам, чтобы это было символом, чтобы вы тоже что-нибудь нашли, и вот такой был у вас, хотим передать вам. Удачных находок. Огромное спасибо, Петр Николаевич ЛРТ. Вот, конечно, все будет завидно, да, вот держать в руках настоящую кость динозавра.
Но у нас есть коллекция именно экспедиции школьников Эдлояда, и мы там собираем такие раритеты, конечно, не очень такие научные, самые научные все идут в музеи, крупные музеи, но говорят, все это надо сдавать в музей, но у меня тоже музей, как говорится, где даже ходит побольше людей, чем некоторые, наверное, музеях. И у нас дело работает, я забыл в тот раз рассказать, оказывается, наши школьники 2 года назад ездили в Мексику копать колумбийского мамонта, и в Мексике это динозавры полно. Они ходили по следам динозавров, но им было интереснее это колумбийский мамонт, потому что мамонт для них редок. Очень редок, и они пригласили нас, наших школьников, во главе Плотникова Валерия. Он у нас специалист, сейчас находится в Японии, там у них выставка, и поэтому у нас вот случилась такая российско-мексиканская экспедиция по колумбийскому мамонту и динозаврам. И мы сейчас после этого мечтали о Монголии, над нами насмеялись, конечно, вы слишком мечтаете, но мы знаем, что мы до Мексики дошли, а до Монголии совсем близко. Но самое трудное это доехать до Тетя. Это я знаю. Поэтому я очень рад. В Монголии еще можно доехать. Я в Монголии бывал, там все дороги, хоть как можно там прикатить до динозавра. А Тетя это вообще, как говорится, очень повезло вам. Пожары мы смотрели на этим, как бы не попали вот это пожар и тому подобное. Но экспедиция есть экспедиция должна быть для каждого трудной, как говорится. Но у нас экспедиции происходят совсем рядом. Например, мы в тот раз ходили всего 500 метров от села, и в прошлом году у нас там было открытие юрского лесочка. Вот мои внуки нашли там первые окаменелые деревья, и они оказались в юрском периоде. И там мы можем уже искать вот такие куски. А по якутскому обычаю это называется притягиватель. Притягиватель так-так-так-так. Если что-то хочешь найти или дичь добыть, тогда ты уже погладить именно вот такую вещь. Тогда он находится. И мы вот здесь совсем близко в Баяркяне, после вашего отъезда нашли Белемниты, тоже такое перспективное место. Уже начинает все это притягиваться. И к нам вот недавно приезжали гонконцы, уже 3-й год приезжает к нам. Я им говорю, поменьше приезжайте, народ, 30 человек сперва было. Потом стало 50, в этом году вообще 75 человек школьников привезли, как говорится. Но тоже окаменелости, триклопиты, белемниты, пятиклассники очень любят искать, вот такие самые маленькие любят искать. А взрослые уже начинают, мы все знаем, как говорится, да. У них гонконцев тоже ребята были постарше и помладше. Помладше глаза говорят, все время ищут и находят. А старше, ты там ищете такая. Тираннозавр найден в России. В этом году начали находить черепные кости, фрагменты на грани.